эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Максимальный показатель за все время пандемии. За сутки коронавирус выявили у более 13 тысяч россиян. Пенсионерам Крайнего Севера продлили сроки компенсации за проезд на отдых. Из Янгры до Якутска участники автопробега «Южный маршрут» подводят итоги. Начнем выпуск с данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Скончались за сутки от коронавируса 149 пациентов. Более 4000 человек выписаны из больниц. Наибольшее число случаев инфицирования за последние сутки в Москве – 4501. Это самый высокий показатель с середины мая. В селе Кутана Алданского района работает ковид-бригада медиков. Во врачебной амбулатории развернут инфекционный стационар. Тяжелые больные проходят лечение в Центральной районной больнице Алданского района. Ситуация находится под контролем регионального оперштаба. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в поселке Кутана коронавирусом заболели более 50 человек. Еженедельно проводить генеральную и санитарную уборку с дезинфицирующими средствами. Указ об этом на днях подписал глава региона Айсен Николаев. Правила эпидбезопасности напомнит Иван Лазаренко. Многие уверены, маска не панацея и защитить от вируса не сможет. Но при правильном ее ношении, частой смене, достаточном прилегании к лицу и максимальной стерильности эффект защиты вырастает в разы. Риск заражения, он зависит от концентрации вируса, который попадет в организм. То есть, если больной человек без маски чихнет на здорового человека без маски достаточно близко, то там риск заражения 90-95%. Но если оба эти человека будут в маске и, допустим, находиться друг от друга в 2 метрах, то риск заражения резко снижается и там составляет 5-10%. В своем недавнем обращении к населению республики глава региона Айсен Николаев также напомнил о личной ответственности каждого в том, чтобы помешать вирусу распространяться дальше. Конечно, никто не в силах заставить взрослого человека соблюдать все меры предосторожности. Никто не может постоянно контролировать, носит ли он маску в общественных местах, моет ли он руки, не посещает ли он массовые мероприятия. Но каждый из нас обязан отдавать реальный отчет в своих действиях, зная, что из-за коронавируса умирают люди, которые даже несмотря на возраст и болезни могли бы жить еще дольше. Аптеки республики имеют достаточные запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Росздравнадзор отслеживает наличие в аптеках гидроксихлорохина, азитромицина, интерферона альфа, орбидола, амоксиклава и парацетамола. Однако не стоит забывать, данное лечение носит скорее сопутствующий характер. Эти препараты не были созданы именно против коронавирусной инфекции. Лечение, оно все-таки такое сопутствующее. Нету, до сих пор не разработано какое-то эффективное противовирусное средство против коронавирусной инфекции, то есть которое вот со 100% надежностью можно сказать, что приняв это лекарство, эта болезнь отступит. Поэтому при обнаружении у себя первых признаков ОРВИ, температуры тела выше 37,5 градусов, кашля, одышки, боли в горле или грудной клетке, насморка и других симптомов, необходимо немедленно самоизолироваться, перейти на удаленный режим работы, не посещать никаких общественных мест, пресечь любые контакты и, конечно, вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Иван Лазаренко, Анна Васильева, Владимир Павлов, Якутск. Пенсионеры с севера получат неиспользованную компенсацию за проезд в 2021 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о неработающих гражданах, которые получают пенсию по старости или по инвалидности. Раз в 2 года за счет федеральных средств им полагается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, ее выплата не производится. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса
коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права этой категории граждан, было принято решение продлить срок обращения за компенсациями на следующий год. ЕГЭ по информатике в следующем году пройдет на компьютерах, а его сдача планируется разделить на 2 дня. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Как уточнили в ведомстве, в каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Согласно проекту расписания ЕГЭ планируется, что в следующем году экзамены традиционно пройдут в 3 этапа. В частности, досрочный должен пройти с 22 марта по 16 апреля, основной с 24 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 17 сентября. Досрочные и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля следующего года. Также в Рособорнадзоре заявили, что 11-классники напишут итоговое сочинение 2 декабря. Дополнительные сроки 3 февраля и 5 мая следующего года. Собеседование по русскому языку для 9-классников пройдет 10 февраля. Дополнительные сроки назначили на 10 марта и 17 мая. За последние несколько лет в стране система среднего профессионального образования претерпела значительные изменения. Если раньше выбор техникума вместо вуза считался чем-то зазорным, то теперь это самый оптимальный вариант для тех, кто хочет сразу получить профессию и начать работать. Анна Брянская продолжит тему. Фазана, ПТУшка, технарь. Как только раньше не называли заведения среднего профессионального звена. Сегодня такое пренебрежительное отношение к техникумам уже уходит в прошлое. Об этом говорят конкурсы на места. К примеру, еще 3 года назад по направлению нефтегазодобывающей промышленности конкурса вообще не было. Сегодня на одно место 5 желающих. Несмотря на пандемию, студенты первого курса регионального технического колледжа сидят на лекции. Одногруппница презентует домашнее задание на экране. Все ребята пришли сюда сразу после 9 класса. Техникум каждого привлек по своим причинам. В первую очередь тут можно получить профессию, выйти уже и работать по своей специальности. Также можно, работая, уже получать высшее образование заочно. Здесь дают много практики, с этой практикой можно легко поступить, то есть тебя не заполняют теорией. Мне нету смысла терять в школе 2 года, 10-11 класс оканчивать. А здесь я выбрал профессию станочника, потому что она высокооплачиваемая. Владимир Березовой возглавляет региональный технический колледж уже 15 лет. Именно при нем в Айхале, Удачном, Светлом и Чернышевском открылись филиалы учебного заведения. МРТК стал одним из крупнейших учебных заведений в Якутии. Уже 8 лет подряд оно входит в список 100 лучших СУЗов страны, обладает премией России в области качества. Любое высшее заведение может позавидовать таким наградам. Вы только представьте, любой студент может получить образование там, где он хочет. Это является и для нас определенным вызовом. Мы должны соответствовать этому требованию. Чтобы добиться такого статуса, здесь прилагают все усилия. Перечень профессий, которые могут получить студенты, расширились вдвое. Кабинеты оснащены профессиональным дорогостоящим оборудованием. Есть еще режим ручной. Тут оператор уже лично настраивает режимы работы, как идет подача, с какой скоростью двигается двигатель, открывать двери или закрывать двери. Простым языком Евгений Чуйко рассказывает о работе уменьшенной копии производственного конвейера. Этот макет автоматизации мини-производства собрал сам. Третьекурсник ни разу не пожалел, что высшему образованию предпочел среднеспециальное. Я из детства увлекался электрикой, и вот мне как-то хотелось побыстрее окунуться в это дело, потому что обычный путь человека с 11 класса, он очень долгий, а тут мне уже, можно сказать, на 2-м курсе выдалась возможность работать с оборудованием таким, которое дает большие возможности. Но дело, конечно, не только в оборудовании. Одной из главных ролей в обучении выполняют педагоги. Людмила Волкова уже 40 лет преподает поварское дело. Сегодня из-за пандемии она сменила кастрюли и технологическую карту на компьютер. Занятия проходят онлайн. Но педагог не расстроилась, а отправилась обучаться кондитерскому делу, чтобы в дальнейшем обучать ему и своих студентов.
Я увидела там такие произведения искусств, как работа с карамелью. Это чудесные такие экспонаты, просто шикарные. И работа с шоколадом, то, что мы никогда в жизни это не делали. Элементарные там украшения. Сегодня в головном учреждении и филиалах регионального колледжа обучаются 1500 студентов. Производство в алмазном регионе не замирает, а это значит, что и квалифицированные кадры для него не заставят себя ждать. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В прошлое воскресенье в Якутске завершился второй пробег автомобилей на природном газе. А 8 октября они выехали из села Иенгра в Нюрнбергском районе. Преодолев более 800 километров, автомобили финишировали в Якутске. Водители оценили работу машин на газе и, по их утверждению, разницы между ним и бензином не ощутили. Кроме того, автомобили на природном газе в разы экономичнее и экологичнее. Подобные же пробеги помогут продемонстрировать эти преимущества и сформировать сеть газозаправочных станций, чтобы переход на природный газ для автолюбителей был более комфортным и удобным. Но существенная разница вообще незаметна, я так скажу. Вот мы проехали 884 километра, это с Иенгры до Якутска получается. И заправились, вот я тут записал у себя, 156,8 литров. То есть если на 100 километров вот высчитали, 18 литров на 100 километров получилось. То есть это существенная разница в цене. По самому маршруту вот никаких трудностей не возникало. То есть и погода нам благоволила, и как бы дождя и снега не было, то есть асфальт был сухой, то есть все у нас нормально было, то есть без происшествий, все отлично обошлось у нас. Приморский сафари-парк опубликовал видео ожесточенных боев между двумя африканскими львами. На кадрах можно увидеть, как животные валяются на сухих осенних листьях и в какой-то момент начинают пинаться лапами, сплетаясь в большой мохнатый клубок. Так называемая драка заканчивается вполне благополучно. Львы продолжают отдыхать под деревьями, перекатываясь со спины на бок. Всего в Приморском сафари-парке обитают 4 трехгодовалых самца африканского льва, амурские тигры, дальневосточные леопарды, а также другие представители семейства кошачьих и не только. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.